жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Бо так полюбіў свет Бог, што даў Сына адзінароднага, каб кожны, хто верыць у Яго, не згінуў, але меў жыццё ў вяках. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. У імя Отца і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай веселиться серце тих, хто шукає Пана. Шукайте Пана і моці Ягоної, шукайте уся ж обличчя Його. Гэтымі словамі антыфону на ўваход, дарагія браты і сёстры, распачынаем святую імшу у другі дзень нашых рэкалекцый великапостных. У асаблівы спосаб ахінем нашай малітвай ксяндза Паўла у правядзенні гэтых рэкалекцый великапостных для нас аб святло Духа Святога, аб апецы нашай Маці Пані Яснагурскай і нашага нябеснага заступніка святого Міхала Арханёва. А таксама будзем маліцца за кожнага з нас, каб мы ў гэтыя дні не рабілі жорсткімі сэрцы нашыя, каб мы нашыя сэрцы адкрывалі на гэтую Божую праўду і яе любілі. Гэтая святая імша адпраўляецца ў інтэнцыі, як заўсёды першы чацвер месяца молімся аб новых і шматлікіх пакліканнях да святарства і манаскага жыцця. Другі святар моліцца ў інтэнцыі ахвярадаўцаў. А цяпер вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Amen. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, покорно Тебе просим, дай нам, слугам Твоим, які очистилися покаянием и освятили себе добрыми учинками, верно заховывать Твои заповеди, каб с чистым сердцем могли мы сустрэць великодные святы. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
Jaki z Tabою живи во владарицу едности Духа Святого, Бог празуси веки вечные. Читання книги Зиходу. У тыя дні пан сказаў Маісею: «Хутчэй ідзі ўніз, бо зграшыў твой народ, які ты вывеў з егіпецкай зямлі». Хутка адвярнуліся яны ад шляху, які я ім наказаў, і зрабілі сабе адлітае цяля, і пакланіліся яму, і прынеслі яму ахвяры, кажучы: «Вось Бог твой, Ізраіль, які вывеў цябе з егіпецкай зямлі». І зноў сказаў пан Маісею: «Я бачу народ гэты, гэта народ з цвёрдым каркам. А цяпер пакінь мяне, каб запалаў гнеў мой на іх, і каб я павынішчваў іх. З цябе ж я зраблю вялікі народ». Аднак Маісей пачаў маліць пана Бога свайго, кажучы: «Чаму разгневаўся твой гнеў на твой народ, які ты вывеў з егіпецкай зямлі вялікай моцай і магутнай рукою? Навошта, каб егіпцяне казалі: назло вывеў іх, каб пазабіваць у гарах і сцерці з аблічча зямлі? Адхілі полымя гневу твайго, пашкадуй і не рабі зла народу твайму. Успомні Абрагама, Ісаака, Ізраіля, слугаў тваіх, якім ты пакляўся самім сабою, кажучы: памножу ваша патомства, як зоркі нябесныя, і ўсю гэту зямлю, пра якую казаў я, дам нашчадкам вашым у вечную спадчыну». І адступіўся пан ад зла, якое думаў зрабіць народу свайму. Гэта Слова Божае. Памятай пра нас, Пане, у сваёй прыхільнасці. Памятай пра нас, Пане, у сваёй прыхільнасці. Зрабілі цяля над гарэбам і пакланіліся адлітаму ідалу, і замянілі сваю славу на выяву быка, які єсть траву. Памятай пра нас, Пане, у сваёй прыхільнасці. Забыліся пра Бога свайго збаўцу, які вялікія цуды учыніў у Егіпце. Дзіўныя справы у зямлі Хама, грозныя рэчы каля Чырвонага мора. Памятай пра нас, Пане, у сваёй прыхільнасці. І сказаў, што знішчыць іх, але Маісей, яго выбраны, стаў перад ім у расколіне, каб адхіліць яго гнеў, каб іх не знішчыў. Памятай пра нас, Пане, у сваёй прыхільнасці. Хвала Тобе, слава Божая. Хвала Тобе, слава Божая. Так полюбил Бог свет, что дал Сына Своего Одинородного, об
кожний, хто вірить у Його, мів життя вічне. Хвала Тобі, Слово Божие. Pan z wami. Z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus сказав юдеям, коли б я свідчив про самого себе, то свідчення моє не було б правдиве. Але есть інші, хто свідчить про мене. І я ведаю, що правдиве свідчення, яким ён свідчить про мене. Ви посилали до Яна, і ён засвідчив о правді. Я ж не от чоловіка приймаю свідчення, але кажу гэта, каб вы былі збаўлены. Ён быў светачам, які гарэў і свяціў, а вы хацелі нейкі час парадавацца пры святле ягоным. Я ж маю сведчанне большае за Янова, бо справы, якія Айцец даў мне здзейсніць, тыя справы, якія раблю, сведчаць пра мяне, што Айцец паслаў мяне. І Айцец, які паслаў мяне, сам засведчыў пра мяне. Вы ніколі не чулі голасу ягонага і не бачылі аблічча яго, і не маеце слова ягонае, якое б жыло ў вас, бо не верыце ў таго, каго ён паслаў. Вы даследуеце Пісанне, бо думаеце, што ў ім вы маеце жыццё вечнае, а яны ёсць тым, што сведчыць пра мяне. Але вы не хочаце прыйсці да мяне, каб мець жыццё. Я не прымаю славы ад людзей, але ведаю, што вы не маеце ў сабе любові Божай. Я прыйшоў у імя Айца майго, і вы не прымаеце мяне. Калі б іншы прыйшоў ва ўласнае імя, вы прынялі б яго. Як вы можаце верыць, калі прымаеце славу адзін ад аднаго, а славы, якая паходзіць ад адзінага Бога, не шукаеце? Не думайце, што я буду абвінавачваць вас перад Айцом. Маісей, вось абвінаваўца ваш, на якога вы спадзяецеся. Бо калі б вы верылі Маісею, паверылі б і мне, бо ён пісаў пра мяне. А калі не верыце Пісанням ягоным, як паверыце маім словам? Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос. Мы, дорогие, второй день наших приходских реколлекций. Сегодня, как я уже говорил вчера, мы с вами обратим внимание на определенный орган нашего тела, из-за которого у нас больше всего проблем. Наш язык. То, что говорим. И поговорим мы с вами о той культуре, которую мы воспитали в 21 веке, а конкретно о 3 вещах. О клевете, сплетнях и злословии. На первый взгляд вещи разные, но взаимодополняемые. Клевета – это откровенная ложь. Это то, чего никогда не было, нет и не будет. То, что мы придумали себе сами про свою жизнь или про жизнь другого человека, обстоятельства, те или иные вещи, которые происходят вокруг. Сплетни – это уже 50 на 50. Это похоже на детскую нашу игру в глухой телефон, где в одно ухо нам говорили слово, которое мы должны были передать дальше, и в конце всегда получалось совершенно другое слово, нежели было в начале. Но это то, чем мы очень часто занимаемся. Не зная до конца ситуации, пытаемся ее оценивать и выносить вердикт. И третье – это злословие. Это стопроцентная правда, но которая либо является априори грехом, либо ведет к греху. Что-то, что унижает другого человека.
И это не только ненормативная лексика или матные слова, как мы привыкли говорить, но любое злое слово про другого человека, либо в адрес другого человека. Сюда входит проклятие, унижение и так далее. То, что является правдой, но ведет к греху. И начинается это все с определенной вещи, которую в нашем понимании, в нашей культуре этого не существует, но в иудейской культуре, в том, в чем жил Иисус Христос, оно было и есть. Называют это иудеи словом лошонара. Так на арамейском это и на идиш звучит, и переводится на русский дословно как «пыль злословия». Знаем, что такое пыль. Правда, если ее не убирать, она превращается в грязь. Также и есть слово, с которого начинаются все эти три вещи. И это слово звучит более-менее так. Ты слышал? Если вы начинаете, или другой человек, диалог со слов «ты слышал», вот это и есть пыль злословия. То, с чего начинается злое слово, сплетни и клевета. Мои дорогие, любое упоминание человека за спиной ведет к сплетням, клевете и злословию. И мы очень часто, приходя к исповеди, говорим такие слова, более-менее, что я ничего в этой жизни плохого не сделал. Сейчас вы точно продолжите. Я никого не убил и ничего не украл. Правда? Знакомая фраза. Но сколько раз своим словом мы убиваем человека и крадем его доброе имя. Мы иногда не даем себе отчет о том, насколько это вреда приносит в нашу повседневность. Единственная вещь, которой я сегодня буду пользоваться для доказательства того, что это является тем, что нашу жизнь отравляет, это будет Библия. И начнем мы с вами с Торы, с Пятикнижья, что является законом для иудеев, а также для христиан. Мы иногда думаем, что Старый Завет, он касался тех, кто жили до Христа. Но если мы откроем Новый Завет, Христос говорит, что Он не пришел изменить или отменить закон, только дополнить и исполнить. То есть христиан тоже обовязуют этих первых 5 книг Старого Завета. И книга Левит пишет так. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». Она сравнивает человека, который разносит сплетни, злое слово или клевету, с тем, кто является инфицированным, можем так сказать, или с тем, кто переносит заразу. Говоря простым языком, заражает других. Мы таких людей в моем кругу называем токсичными. Когда он приходит, до этого все улыбались. И есть такие люди, про которых мы говорим: хорошо, что ты пришел. Но есть и такие, про которых мы говорим: хорошо, что ты ушел. Каждый человек, который распространяет сплетни, он является переносчиком духовной болезни. Помните момент пару лет назад, когда мы переживали ковид, и как мы с вами друг друга шарахались, особенно если человек в маске был? Почему мы то же самое не делаем, когда слышим сплетни? Ведь в тот момент мы вымазываем себя, свою душу злым словом. Можем сказать, что мы сами добровольно принимаем на себя это заболевание. Апостол Иоанн пошел еще дальше. В книге Откровения, Апокалипсис, последняя книга Нового Завета, он пишет так. «Низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Он называет отцом клеветы дьявола. Если эти слова проанализировать и поставить на весы, то кто мы больше? Христиане? Или есть такая латинская фраза «agentus diabolus» – агенты дьявола. Сколько в моей жизни доброго слова,
слова поддержки, молитвы, похвалы, и сколько этого злого. Кто я больше? Апостол Иаков пошел еще дальше. Если мы откроем с вами послание Иакова, 4 раздел, он пишет так. «Не злословьте друг друга, братья, не говорите друг другу ничего, чтобы унижало его авторитет. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон». Здесь конкретно Божье Слово. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Иаков говорит про тех людей, которые распускают сплетни, злое слово или клевету, что они хотят быть подобными Богу. То, что сказал дьявол Адаме и Еве. Будете как боги. И человек каждый раз, вынося вердикт, повторяет этот грех, с которым рождается. И последнее. Царь Давид, книга Псалмов, 14 глава, Давид пишет так. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может входить в храм?» И он отвечает, «Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем, не только устами, но и тут. Кто не клевещет языком своим и не делает ближнему своему зла, а также не принимает поношения на ближнего своего». Давид говорит, не только тот, кто говорит правду, не только тот, кто не распускает сплетен, но и тот, кто пассивно не участвует в этом, кто не слушает. Представьте, если бы мы жили этим Божьим Словом, сколько бы нас осталось? Давид конкретно говорит, кто может? Почему это плохо, мои дорогие? Потому что каждая наша клевета, каждая наша сплетня или злое слово является корнем беспричинной ненависти. Человек нам еще ничего не сделал, а мы, послушав то, что говорят другие, заочно начинаем его не любить. Давайте так представим на секунду воскресенье, прошлое воскресенье, в вашем приходе выходит ваш настоятель и говорит, мои дорогие, на реколлекции приедет священник. Я бы на вашем месте остался дома. Говорить не умеет и начинает распространять информацию с точки зрения своей. Понимаете, о чем я говорю? Да? То есть корень беспричинной ненависти. Очень часто люди нам ничего не сделали, а мы, выслушав мнение другого человека, говорим какую фразу? А я не знал, что он такой. Причина еще заключается в том, что мы с вами недооцениваем слово и силу слова. Мы, люди 21 века, перестали с вами проверять информацию. Задам вам один вопрос. За последнюю неделю, смотря телевизор, сидя у компьютера или листая ленту в телефоне, получая ту или иную информацию, задавали ли мы себе вопрос, кто за этим стоит, кто автор? Правда ли то, что я слышу, вижу или читаю? И третий вопрос, зачем мне хотят донести эту информацию? В большинстве своем нет. Но самое худшее в том, что мы это потом еще и передаем. Мы становимся частью этой информации. Раньше, в мое детство, в вашу молодость, для того, чтобы написать реферат, куда мы шли? В библиотеку, в читальный зал. Помните такое место? Сейчас, наверное, покрыто паутиной. И брали с полки энциклопедию, у которой был автор. Человек, который за этим стоит, за этой информацией. На сегодняшний день, в большинстве своем, мы не проверяем этого. И мы становимся с вами частью такого зала присяжных заседателей,
которые лучше знают, что сказать, что выбрать и как жить. И вешаем каждому человеку клише, знакомое слово, определенная бирка с надписью «Кто он?». И этим самым, мои дорогие, становимся судьями, которые не дают человеку возможности исправиться. Пример приведу простой. Надеюсь, что в вашем приходе нету, но допустим, что в вашем приходе есть человек, который, истерит. Знаете, да? Лучше не трогать, сразу психи и так далее. И вот человек решил в начале Великого Поста, что он будет жить по-другому, он хочет совершенно другой жизни. Поговорил с настоятелем, тот ему посоветовал, что делать, и он пепельную среду держится, четверг держится, пятницу держится, в субботу уже сам верит в то, что у него получится, в воскресенье приходит в костел, а все думают, что он кто? Потому что мы, как люди, не даем этой возможности иногда человеку исправиться. И вы можете сказать, что, Ксенц, так живет весь мир на сегодняшний день. Но христиане, они всегда отличались от всего мира. Если вы почитаете историю христиан, они никогда не шли на поводу мнения толпы. И все зависит зачастую, мои дорогие, в этой клевете, сплетнях и злословии, все зависит от того, что мы в большинстве своем проецируем на другого человека то, что бы сделали сами. Мы же не спрашиваем, когда человек делает то или иное действие, почему так получилось. Какие обстоятельства к этому привели? В каком моральном состоянии он находился? Только смотрим всегда со своей колокольни. Есть такая старая иудейская пословица, что если ты хочешь перед тем, как осудить другого человека, обуй его обувь и пройди хотя бы километр его жизни. А мы иногда, не проверяя информацию, начинаем ее распространять. С чем это можно сравнить? Обычный мешок картошки возьмите из-под картошки, набейте его пухом, залезьте на вежу вашего костела и высыпьте этот мешок. Это наши слова, вот эти перья. А потом идите по ошмянам и пособирайте это. Грязь будет вокруг, но собрать это будет невозможно. И все зависит от того, как мы на это смотрим. Я никогда не думал, что мне 6-летний мальчик может объяснить это. Однажды так получилось, что каждый понедельник я стараюсь проводить без машины. Барановичи чуть-чуть побольше, чем Ашмяны. И в понедельник я всегда стараюсь ходить пешком, ездить общественным транспортом, быть среди этих людей, среди которых я служу. И вот один понедельник в час пик я ехал в автобусе. Кто из вас в большом городе ехал в час пик в автобусе, тот знает, что вместе с автобусом выходите вы на любой остановке. Вне зависимости, надо вам выходить или нет. И в такой автобус заходит мужчина, который начинает дебоширить. Ясно, что под допингом, и начинает говорить каждому, куда ему идти, какого он о нем мнения и так далее. У меня в голове про него уже целое летание было слов, которые можно было его охарактеризовать. И в этот момент рядом со мной на сиденье сидела женщина с маленьким мальчиком, и он поворачивается и говорит: «Мама, а вот это плохой дядя?» И женщина ему дала истинно христианский ответ. Нет, сынок, дяде плохо. Разницу чувствуете? Мы обычно, глядя на действия, говорим, что человек плохой. И мы, люди 21 века, настолько недооцениваем силу слова, что мы свои высказывания превратили в такой винегрет. Мы мешаем грех и грешника в одну кучу, в одно составляющее. Примером пусть для вас будет Святое Писание. Момент, когда историю знаете все, когда к Иисусу приводят Марию Магдалену. Ее словили на грехе.
Это не было сплетня. Ее словили на конкретном грехе. И Иисус говорит, кто первый из вас без греха, пусть кинет в нее камень. Помните историю, да? И они начинают расходиться. Не из-за того, что у них были грехи. Не из-за того, что они резко вспомнили. Теологи говорят о том, что в этот момент, там есть один маленький нюанс. Когда ее привели, Иисус писал на песке. И некоторые говорят, теологи, что задом наперед. Он выписывал грехи фарисеев, которые привели с обвинениями женщину. Представьте на секунду, если в тот момент, когда мы осуждаем кого-то, злословим, распускаем сплетни или клевету, если в тот момент Божий палец начал бы на асфальте города писать наши грехи, хватило ли бы асфальта в Ашмянах? Я думаю, что нет. В Барановичах тоже, не переживайте. Мы смотрим иногда на человека не с перспективы его как творения, а с перспективы тех действий, которые исполняет. Мои дорогие, если это плохо, если Библия говорит, что это плохо, зачем мы это делаем? Расскажу опять на своем примере. У меня есть хороший друг, он тут у вас 40-часовое набоженство вел, Ксенц Павел. И так получилось, что он реставрирует костел, я строю костел, и мы очень много времени проводим в дороге. А если кто-то из вас с кем-то ехал в одной машине, это замкнутое пространство, да? Мы с ним последний раз ехали в Германию, это 2000 километров в одну сторону. И вот мы с ним сели, выехали, и попивая кофе, мы разговариваем о том, чего мы достигли, что мы нового прочитали, какая погода за окном, что мы хотим делать в наших приходах нового, какие методики хотим использовать. Да? И заняло нам это 2 минуты. А потом мы зацепили тему епископа, других священников, и разговор пошел. Часами можно молотить это, да? Знакомая ситуация. Проблема заключается в нас, людях. Проще найти изъян в другом человеке и этим изъяном закрыть свои трудности, чем что-то требовать от себя. Мы же не говорим с вами о выдающихся людях, что кто-то чего-то достиг, у кого-то что-то лучше получается, что ваша соседка лучше вас готовит что-то, да? Ваш сосед лучше умеет построить забор. Нет. Мы ищем тех, кто слабее, чтобы ничего не делать со своей жизнью. Так проще. Злословить проще, чем развиваться. Но это удел слабых людей. И мы, дорогие, таким образом мы становимся наркоманами злого слова. Наркоманами злословия. Это тоже зависимость. Психологическая зависимость. И 5-й пункт на сегодня, как этому противостоять. Есть 3 золотых правила. Первое. Не говорить о другом человеке, когда его нету рядом с нами. Почему? Потому что люди, с которыми вы обсуждаете других, с другими людьми, обсуждают вас. Это золотое правило. Второе. Стараться найти в каждом человеке сокровище. Что-то уникальное. Эти негативные вещи мы видим легко. Каждый из нас видит непомытую посуду, грязную обувь, мусор на улице, да? То есть вещи, которые мы замечаем. Почему мы с вами родились с первородным грехом? И видеть отрицательное наш удел, мы это замечаем. Но когда кто-то помыл посуду, хвалим ли мы этого человека? Хвалим ли мы дворника, который подмел нашу улицу? Мы это принимаем как должное. Это 2-е правило. Научиться видеть положительные черты в другом человеке. И 3-е, самое важное. Если мы откроем Библию, книгу Бытия, 2 и 3 раздел, там сказано, что человек был
сотворен как? На образ и подобие Бога. Унижая творение, унижая человека, я унижаю Творца. Эту фразу я хочу, чтобы вы запомнили. Унижая или критикуя творение, я унижаю или критикую Бога. Уровень греха осознаем, правильно? Нам очень часто кажется, что эти слова, они проходят бесследно. К сожалению, нет. И я понимаю, что мы с вами вот сегодня за один день не перестанем или не станем идеальными. Но давайте хотя бы попробуем. Легко падать вниз. Вверх, в гору всегда тяжело подниматься. Но это и есть удел христианства. Идти против течения, а не плыть, как мертвая рыба, по течению реки. Аминь. Да Бога, який з'являється сенсом нашого життя і щодро одорве нас своїми ласками, узнесем наши покорные молитвы. Молимся за святий Костьол, каб Дух Христа, який його оживляє, сприяв поширенню Божого володарства на землі. Тебе просим. Молимся за пасторов Костьола, каб яны были открытые на деяние Духа Святого и мудро керовали доверенным им Божьим людям. Тебе просим. Молимся за яўреяў, каб распознали у Єзусі Месію, якого яны чакаюць. Тебе просим. Молимся за людей, якія парушаюць Божыя запаведзі, каб выкарысталі магчымасць для унутранай перамены, якую ім дае Христус, прысутны ў святых сакраментах. Тебе просим. Молимся о новых і шматлікіх пакліканняў да святарства і манаскага жыцця. Тебе просим. Молимся за нас тут собраных каля алтара Пана, каб мы няспынна аднаўлялі і паглыблялі ў сабе ласку, атрыманую падчас святого хросту. Тебе просим. Выслухай, Боже, наши молитвы і учыні, каб мы верно, выконваючы абавязкі нашага паклікання, атрымалі вечную узнагароду праз Христа Пана нашага. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Боже, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил. Дякуем Тебе, Христе, славим мы Тебе, Боже, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил, бо праз крыжах вяру Ты свет грешный збавил. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и усему Костьолу Святому. Усемогутный Боже, Ты ведаешь нашу слабость, учини, каб гэтая святая ахвяра чистила нас от грехов и бараняла от усяго злога, праз Христа Пана нашага. Аминь.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Uchoru sercy. Uznosił ich do Pana. Podziękuję Panu Bogu naszemu. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюду Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче всемагутны, вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы ачысцілі наše сэрцы ад неўпарадкаваных схільнасцяў і сярод зямных справаў дбалі пра вечнае збаўленне. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое уваскрасенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыні нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзей на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці
з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыяй, со святым Юзефом яе, святым обранником, со святыми апостолами и всеми святыми, якія спрадвеку подобалися Табе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо От Твоего владарства и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, з той, хто бере на себе грехи свету, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет, по непредельной
Молимся. Боже наш Ойче, нехай прийняти нами сакрамент очистить нас от усіх провинов, які обтяжарують наше сумління, как мы могли тешиться полнотой Твоей ласки. Прас Христа Пана нашого. Дякуємо всім за супольну молитву. Після святої імши запрошуємо усіх мужчин на астетичну конференцію. Прийміть з віри Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отець і Син і Дух Святий. Amen. Ідіть у супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ты за нас терпел от ран. Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран. Єсу Христе, змилуйся над нами. Ты за нас терпел от ран. Єсу Христе, змилуйся над нами. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.